Несколько молодых людей погибли в результате ДТП по дороге Кантышево-Очелуки. В субботу вечером столкнулись две автомарки Mitsubishi и Lada Priora. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции Северной Осетии. По официальным данным Управления госавтоинспекции по Республике Ингушетия за истекшие 3 дня зафиксировано только одно дорожно-транспортное происшествие. Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной автодороге Кавказ, где при столкновении Audi, Газели, также КАМАЗа пострадал водитель автомашины Audi, который был госпитализирован в РКБ город Назрань. Хотелось бы отметить, что водитель, который также был участником данного ДТП, управляющим Газелью, скрылся с места ДТП. По данному факту сейчас проводится проверка. Также были проведены профилактические рейдовые мероприятия, в рамках которых были выявление административных правонарушений, грубых правил дорожного движения. Основными нарушениями, которые выявлялись, это, конечно же, всеми нашими водителями любимая тонировка, управление транспортным средством с подложными регистрационными знаками и ряд других нарушений, которые влияют на статистику и безопасность дорожного движения. Вместе с тем, с 20 по 23 апреля в Ингушскую республиканскую больницу в травматологический пункт с места ДТП всего были доставлены 18 человек. Из них умерших 4 человека. 4 человека. Из них госпитализировано травматологическое отделение 6, реанимационное отделение 1. Он в крайне тяжелом состоянии, 1. И 7 человек после оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение. Состояние, которое находится в реанимационном отделении, крайне тяжелое. Там сочетанная травма, один из этих. А другие травматологические отделения, которые находятся 6 человек, они в состоянии средней степени тяжести. 3 человека госпитализировали с бытовыми травмами. Кроме того, в медучреждение были доставлены лица, состояние которых вызвало вопросы и у представителей закона. Они на стадии обследования находились. Это таких 2 человека, которым было сообщено правоохранительные органы, и они им занимались их ситуацией. Согласно справке по реагированию сил и средств РСЧС, за период праздничных выходных дней на территории региона чрезвычайных ситуаций не произошло. Силы средства МЧС России привлекались на ликвидацию 6 дорожно-транспортных происшествий и 1 техногенного пожара. В результате ДТП у нас пострадало 9 человек. В результате техногенного пожара погибших и пострадавших нет. Значит, по линии 112 всего поступило у нас 1497 звонков. Из них 2 вызова пожарно-спасательных подразделений, 8 вызовов – это вызов полиции, 121 вызов скорой помощи, 3 вызова специалистов газовой службы, 20 вызовов – это специалисты ЖКХ. Что касается метеорологической обстановки, прогноз на неблагоприятные погодные явления в виде порывистого ветра до 25 метров в секунду в горных районах и в возможных последствиях, к счастью, не оправдался. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.